или хотя бы вымыть руки после сомнительных ритуалов на удачу. Ну а на сегодня наше с вами приключение окончено. Но уже в следующей программе я расскажу вам еще больше невероятно интересных историй. Меня зовут Сергей Доля, и вы смотрели программу «Невероятно интересные истории» на РЕН-ТВ. Похоронная процессия в Судане. Трудно поверить, но на самом деле эти рыдающие люди даже не знакомы с покойным и льют слезы за деньги. Это профессиональные плакальщики. Их нанимают родственники усопших, чтобы сделать панихиду более эмоциональной. Чем искреннее плакальщик изображает скорбь, тем выше гонорар. В среднем такой специалист получает $35 в час, около 2500 рублей. Но это еще не самая странная профессия. Этим людям платят больше 5 миллионов рублей в год за то, что они с аппетитом уплетают собачий корм. Моя специальность – профессиональный дегустатор еды для собак. Я снимаю пробу с каждой новой партии, чтобы убедиться в качестве продукта. В последнее время на Западе набирает популярность профессия обнимателя. Задача такого специалиста – заключать в объятия незнакомцев. Это своеобразная психологическая помощь. Работа несложная и при этом хорошо оплачивается. За сеанс обнимашек клиенты платят около 5000 рублей. Странные профессии были во все времена. Мало кто знает, но некоторые русские дворяне нанимали фальшивых женихов. Такой человек стоял с юной невестой перед алтарем и давал обеты от лица своего нанимателя, а потом отвозил новобрачную к настоящему мужу. Обычно это был дряхлый старик, которому не хватало сил, чтобы лично присутствовать на церемонии. Как появились самые странные профессии в истории? Почему европейским принцам представляли мальчиков для битья? И кому служили похитители трупов в Англии? Это неизвестная история. Сегодня в программе 4 субмарины против